делаешь действительно что-то нужное, помощь приходит как будто свыше. Боль за наши пригородные леса привела меня к опытному, уважаемому в республике экологу Валентине Иннокентьевне Дмитриевой. С ее помощью удалось реализовать проекты «Чистая Туймада» и «Прикоснись к миру сердцем». Предлагаю сегодня послушать, что больше всего волнует защитников природы, какой зарубежный опыт наиболее интересен и от каких стереотипов нужно отказываться. От тех же стереотипов, что заниматься экологией – это, во-первых, бесполезно, надо от этого отказываться. Вся моя жизнь утверждает, что заниматься этими проблемами надо. Если будете этим заниматься, то они будут успешно, все эти проблемы решаться. А второй миф, что те, кто занимается, это проплаченные люди. Очень много говорят, значит, о следе, там зарубежный след и так далее. Тоже этому не верьте. Экологией занимаются только настоящие патриоты, те люди, которые делают это от всей души. Пример одного нашего общественника из Амдинского улуса, село Битюнь. Есть такой Нестеров Степан, очень активный, очень интересный человек. Вот последний его проект, он создает лесопарк на берегу реки Амга. Потому что все, вы знаете, есть такое очень серьезное природное явление, да, как сила Кориолиса, то есть когда размывается берег, да, и огромные деньги тратятся на то, чтобы укреплять эти берега. Тогда как есть совсем простой природный способ, да, укреплять эти берега посадками. Деревья своими корнями задерживают обрушение этих берегов. И вот он на берегу вот этой реки своими руками восстанавливает, возрождает этот лесной парк. Именно у экологов есть очень тесные связи, как вот у нас в республике, так и по российским экологам, так и по тем экологам, которые работают по всему миру. Вот, например, буквально вчера я приняла участие в летней школе, которую организовали, международной летней школе, которую организовал наш АГАТУ, значит, Арктический государственный технологический университет, бывший ГСХ. Да, и там, значит, люди из Вьетнама, Бразилии, Кореи, огромного количества стран, да, которые, вот, пожалуйста, тоже присоединяются к нашим проектам. Думаю, что, конечно, я вырастила достаточно много экологов, обучила очень много людей, которые занимаются этим и на профессиональной основе, и на общественной ниве. И думаю, что они каким-то образом все-таки будут и продвигать, и решать эти проблемы. Кстати, вот закон об охране окружающей среды в Республике Саха-Якутия был принят раньше, чем российский. И именно наш закон тогда лег за основу того закона, который был принят в Российской Федерации уже спустя год с лишним. Потому что он действительно внес в себе все то передовое, что есть в международном законодательстве в части охраны природы. И постепенно, все эти годы, этот закон трансформируется, вносятся изменения, и каждое это изменение приносит, мне кажется, больше вред, чем пользу. В свое время был такой очень интересный проект против открытия весенней охоты. Как всегда, вот экологи, они идут как-то впереди, на несколько шагов вперед от общества, да, и мы ставили этот вопрос о том, чтобы закрыть весеннюю охоту. Как бы то ни было, потому что есть очень много исследований по этому поводу, что если ты сохранишь птицу весной, то она осенью тебе старится и вернет, как говорится, когда приплод, так ведь? Ну а мы вот прилетевших птиц, которые вот десятки тысяч километров прошли, чтобы вернуться сюда, в родные края, снести свои яйца, вывести свое потомство, мы встречаем залпом орудий. Тогда как, на самом деле, вот, по крайней мере, считается, что у нас в Якутии уже почти 60 с лишним процентов, до 70% городские жители. Мы же не испытываем, так сказать, какого-то голода, какого-то недостатка в мясном питании. Так ведь? Вот, действительно, те, кто живет в улусах, в глухих деревнях, которые имеют очень низкий достаток, у них, разумеется, их рацион очень сильно зависит от того, что они подстрелят, что они добудут себе на стол, да? Что они поймают в своих озерах и реках.
Вот. Это, конечно, но тот вклад, который они вносят, значит, вот, в истребление всего, допустим, той же водоплавающей птицы в весенний период, он не сопоставим с тем, что вносят, значит, наши те же самые городские жители, городские охотники. Поэтому в этом году уже в некоторых регионах запретили эту весеннюю охоту. Ну, во-первых, конечно, в связи вот с этой пандемией, сделав это как бы причиной основной, да. Но с другой стороны, очень много исследователей говорят о том, что это необходимая мера. Ну и с другой стороны, есть не менее людей среди и ученых, которые говорят, что весенняя охота необходима. Есть ли душа у природы? Конечно, есть. Конечно, есть. Поэтому мы все к ней и тянемся. Если бы это был просто комплект, допустим, вот речка, дерево, там, значит, вот птичка, которая сидит, да, вот, чисто как картинка, да, разве бы это нас тянуло? Нет, конечно, мы туда рвемся всей душой, так ведь, потому что она есть, эта душа, и мы с ней просто сливаемся, и некоторые без этого просто жить не могут. И есть такие места, скажем даже так вот, да, эти места, они, это даже, знаете, понятие не духовное, это и не идейное, это чисто материальная вещь, да, душа природы. Потому что вот если говорить, что есть такие места энергетической силы, так ведь? И даже эту энергетику можно просто-напросто вычислить с помощью каких-то очень чувствительных и особенных приборов, да? Вот в этих местах, допустим, в которых находишь резонанс с твоими волнами, которые уже прекрасно понимают, что человеческий организм – это огромное количество молекул атомов, которые находятся в большой взаимосвязи друг с другом. Все они находятся в определенных, в электромагнитном некотором взаимодействии, да? И вот когда это твое внутреннее взаимодействие в твоем организме приходит в резонанс с внешним излучением, да? с внешней энергетикой, в этом месте ты получаешь все. Ты получаешь удовлетворение, ты получаешь силу, ты получаешь новые мысли, идеи, перед тобой появляются какие-то абсолютно прекрасные цели, которые ты хочешь достичь, и находишь силы для того, чтобы их достичь. И поэтому это именно и есть то самое, то, что может быть каким-то таким простым человеческим словом называется душа. Это вот комплект целый, так ведь комплект всего. Это не просто отдельный объект речка, говорю, как повторяюсь, да, отдельный объект Алас и так далее. Это все вместе. И вот каждый человек должен найти себе такое место, в котором он будет полностью растворяться, значит, и подпитываться в этом месте, и быть в полной гармонии с ним. Поскольку человек формируется ведь в детстве, да, вот в подростковом возрасте, поскольку я училась музыке, да, для меня, конечно, самая такая знаковая вещь, которая повлияла на всю мою душу, это лунная соната Бетховена, конечно. Вот, я садилась у окна, значит, за окном вечер, я открывала нараспашку окна летом, да, и в ночное время играла эту сонату. И просто от этого наслаждалась. Ну, как не знаю что. Поэтому я, наверное, именно Бетховен, да, и не только эта соната. Вот. Для меня, например, очень запоминающимся важным периодом жизни были 2 года учебы в Новосибирском государственном университете на физическом факультете. Я вот тогда, считаю, такая якутская девочка, да, сразу после 10 класса поступила, пройдя очень большой конкурс, 32 человека на одно место, поступила на этот физический факультет. На факультете было всего 8 девчонок и 200 парней, да. И нам читали лекции такие необыкновенные люди, такие выдающиеся специалисты и ученые. Значит, они открывали перед нами не просто какие-то вот, не вели не отдельный какой-то предмет по какому-то из разделов физики, да, они нам открывали весь мир в полной взаимосвязи. И поэтому я, получив именно физическое образование, считаю, что именно была подготовлена для того, чтобы осознать и понять, что такое предмет экология.
Предмет экологии – это междисциплинарный предмет. А в самом начале, когда вот только начинало подниматься движение, считалось, что это удел биологов, ну, на худой конец географов и химиков. Но я вот и тогда считала, и до сих пор убежденно считаю, что именно физики, те люди, которые знают, постигают законы развития природы, они и могут освоить, понять всем сердцем этот предмет экология и пытаться это донести до людей доступными им способами. Для того, чтобы, конечно, выйти на людей необразованных, да, надо популяризировать этот предмет и довести до людей его так, чтобы они могли осознавать свое место в этой жизни, свой вклад в этой жизни и тот след, который они оставят. Потому что очень часто мы говорим след как след человека, как след каких-то добрых дел или злых дел. Да? А на самом деле человек просто вот как природная особь оставляет свой след всем тем, какой тип одежды он одевает, да? Какой образ жизни он ведет, чем он питается, например. Да? Все это, да, получено из природы. И человек, вот используя все это, да, природное, свой вклад, свой след оставляет. Получается, вот даже тот кусочек хлеба, который мы съедаем, оставляет свой след. Понимаете, сколько на него потрачено воды, сколько на него потрачено человеческого труда, сколько в него перешло питательных веществ, которые были в почве. Понимаете, это все след вот этого вот жизни этого кусочка хлеба. Поэтому что уж говорить о таком объекте, как человек, да, он обязательно оставляет свой след. И это, конечно, как раз может понимать человек, который получает общее физическое образование, то есть как физик. Вот. Ну и, конечно же, то, что как бы я владела теми приборами, которые могут препарировать какие-то объекты природы, да, получать, допустим, информацию о том, какого качества вода бежит у тебя под ногами, да, значит, какой состав, допустим, содержит те листья в лесу, которые на себе испытали какие-то осадки с каким-то содержанием. Да? Вот это все, как говорится, в руках физика, который ведет аналитическую работу. Вот. И поэтому вот, я думаю, что, наверное, это было заложено еще тогда, на первых курсах, когда мы получали такие очень пространственные, всеобъемлющие, всеохватывающие лекции, значит, ведущих ученых нашей страны, которые работали тогда в Новосибирском государственном университете. Ну а второе, когда, значит, уже пришло сознание того, что надо этим заниматься, да, это, ну, вот если говорить о тех очень самых значимых событиях в жизни человека, это, конечно же, рождение первого ребенка, когда у тебя полностью меняются приоритеты, у тебя полностью меняются ценности в этой жизни, да, тогда ты понимаешь, что вот ты являешься, ты произвел человека, да, который должен, наверное, сделать в этой жизни гораздо больше и лучше того, что смог сделать ты на своем уровне развития данного общества. Да? И вот поэтому для меня, конечно, ценность моих детей, значит, она очень высока, благодаря чему, вот, когда у меня родился третий ребенок, значит, я начала его воспитывать по системе Никитиных. Была такая семейная пара в те времена, да, 80-е годы, которые своих детей воспитывали по особой методике. Вот, значит, и благодаря вот той методике у меня ребенок спал на улице. Буквально вот в нескольких метрах вот от этого телевизионного центра. Мы жили здесь недалеко, на Октябрьской улице. Он у меня спал всю зиму, при минус 40, при минус 50 градусах. Вот. И вдруг он у меня заболел. Это было уже в январе. Значит, да, и я начала искать причины этого, потому что вроде бы же я делала все, чтобы ребенок был закален, чтобы ребенок рос здоровым. Тогда вот мне пришло в голову искать причину его болезни, значит, не в том, что я какие-то ошибки допустила, да, а во внешней среде. Я тогда заинтересовалась тем воздухом, который у нас, значит, вот за окнами нашего дома. И тогда вот я нашла всю эту информацию о составе воздуха, который, значит, дышат все жители нашего города Якутска. И тогда сделала страшное открытие, что в нашем городе в зимнее время, особенно когда идут инверсионные дни, то есть когда температура внизу ниже, чем наверху, когда у нас
воздух абсолютно не перемешивается, и все, что выбрасывается, все загрязнения, они держатся в этом вот нижнем приземном слое, так? Концентрируются и стоят там прямо днями. И в такие дни такие вредные вещества, например, как бензопирен, а это вещество первого класса опасности, он обладает канцерогенным, мутагенным действием. Значит, вот такие вещества у нас, оказывается, содержатся в концентрации более чем в 10 раз. Если были такие отдельные дни в ту зиму, когда вот как раз мой ребенок болел, да, значит, содержание бензопирена в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию ПДК в 17 раз. Это был 1980, зима 86-87 года. Почему это не было предметом заботы тех людей, которые должны стоять на страже наших интересов, на страже нашего здоровья? Потому что, оказывается, это вещество определяют не в Якутске. Значит, фильтры с этим вот веществом отправляются в другой город, и результаты по его содержанию к нам приходят, ну, скажем, через месяц, да? А когда через месяц мы узнаем, что, оказывается, месяц назад у нас было 17 БДК по такому опасному загрязнению, уже ничего не сделаешь, да? Никаких мер не примешь. Хотя на самом деле, конечно, во многих городах принимают такие меры, да? Тем более, прямо это есть такие нормативные документы, что когда загрязняющие вещества превышают предельно допустимую концентрацию более чем 10 раз, объявляется чрезвычайная ситуация. Тогда, значит, уже ограничивают выход машин на трассы, да, и многие другие меры обязаны государственные органы принимать. Таким образом, оказывается, вот в нашем городе, именно в наших климатических условиях, с нашей розой ветров, такой невысокой в зимнее время, мы имеем очень сильное экстремальное загрязнение атмосферного воздуха именно вот в зимнее время, когда идут низкие температуры. Вопрос был как-то решен? Вопрос никак не был решен, потому что до сих пор это вещество не определяют у нас здесь. Ни в Роспотребнадзоре, ни в Гидрометслужбе. Также продолжают отправлять в тот город. Другое дело, что очень сильно меняется климат. У нас, значит, появляется определенная роза ветров. У нас, значит, уже появляются в зимнее время ветры, которые вот эту концентрацию вредных веществ немного раздувают. И поэтому вот то решение, которое в начале века принималось о том, чтобы застраивать полностью зеленый луг в городе до Хатасов, это очень ошибочное, очень вредное решение, против которого мы, конечно, сделали все, что могли в свое время. Так? Было принято решение. Во-первых, был отменен генплан, который был тогда разработан вот по строительству города до Хатасов. Отменен законодательно. Этого мы добились, поскольку выполнили тогда общественную экологическую экспертизу по Зеленому лугу. Ну и выходили, как вы, может быть, знаете, жители, которые протестовали по засыпке этого, значит, Зеленого луга и застройке его. И было принято решение ограничиться строительством до вот выхода проспекта Ленина на Зеленый луг. Но, как вы знаете, это решение уже вот недавно было нарушено, и был построен уже 203-й квартал. Ну, вы хотели добиться, чтобы оставалось место для свободного потока воздуха. Совершенно верно. От реки. Совершенно верно, да, потому что именно только этот воздух и может разгонять вот эту вот всю взвесь, которая стоит в неподвижном состоянии над городом. Правда, на определенной высоте. Поэтому, конечно, можно позавидовать только тем людям, которые живут достаточно высоко, куда этот смог зимой не доходит. И там достаточно чистый воздух, и можно даже открывать форточки. Вот. Поэтому вот это вот обстоятельство, конечно, да, заставило меня вот заниматься этим вопросом. И мы тогда очень сильно отработали и с ТЭЦ, и с ГРЭС, значит, и очень много работали тогда с этими ЯПАПами, были такие у нас крупные автотранспортные предприятия. Вот. Вплоть до того, что вот мы даже занимались тем, что определяли содержание угарного газа внутри автобусов. И это делали ребятишки из школ. Значит, с помощью газоанализаторов
Значит, во-первых, они отбирали пробу воздуха в этих автобусах, а потом на газоанализаторах, таких, которые доступны даже для детских, как говорится, возможностей, определяли содержание этого угарного газа. И мы добивались того, чтобы те большие автобусы, в которых вот этот угарный газ превышал определенную норму, да, мы их ставили на ремонт, на чистку, чтобы они уже перестали так загрязнять людей, которые едут в этом автобусе. Потому что если человек живет, даже, скажем, на 17-м квартале, тогда до работы он мог ехать минут 40. Да? Вот минут 40 он находится в очень вредной зоне. Вот мы же видим, сейчас уже пошли техногенные такие аварии, да? Норильск, пожалуйста. Идет оттайка вечной мерзлоты, идет деформация больших конструкций, и произошла утечка огромного количества топлива в природную среду. Так? То же самое абсолютно грозит и в наших условиях. Тем более в наших условиях еще добавляются очень экстремальные климатические условия. Раз. Во-вторых, очень некачественное строительство. Два. Ведь мы с вами вот смотрим, да, как строят дороги, все мы специалисты, да, мы видим, что плохо строили, да, сегодня построили, через год уже надо дорогу эту переделывать. Вот. А очень мало кто следит за тем, как строят те же трубопроводы по всей республике, допустим, так, трубопроводы с нефтью, с газом и так далее. И они тоже строятся не идеально, и все равно приходит усталость этих металлических конструкций. И все время не хватает денег, и все время экономят на этом, чтобы их заменять вовремя, чтобы делать профилактику. Да? И поэтому ты не знаешь, когда в очередной раз, откуда прилетит это несчастье. Ну вот сейчас, например, да, если поговорить повсеместно, идет деградация многолетних мерзлых пород, ну, которые мы называем вечной мерзлотой, которая на самом деле оказалась далеко не вечной. Уже в городе Якутске мы постоянно являемся свидетелями того, как вот эта вот оттайка вечной мерзлоты ведет уже к таким катастрофам, как обрушение домов, жилых домов. И даже сейчас, допустим, когда большая проблема расселить аварийный дом, где жило 16 семей, да, то сейчас, когда вот идет сейчас угроза обрушения дома на 202-м микрорайоне, где 119 квартир. Куда расселять этих людей, если этот дом в конце концов развалится? И это же первая ласточка для такого большого дома. Уже есть такие результаты исследований, да, что вечная мерзлота на территории Якутии местами оттаяла до 5 метров. А у нас большинство строительства прошлого века, наше каменное строительство 80-х годов, стоит на сваях длиной 8 метров. Итак, осталось сколько метров? 3 метра. Так? Сколько времени уйдет на оттайку вот этих 3 метров? Если учитывать, что буквально совсем не так давно эта оттайка была в городе Якутске где-то до 1,5 метров. Почему я это говорю? Потому что, когда мы были моложе, и мы хоронили наших пожилых родственников, у якутов же есть правило хоронить людей на глубине 2 метра. И поэтому, когда вот мы заказывали, значит, могилу, приходилось даже в летнее время разводить костры, чтобы оттаяла земля и дойти до 2-метровой глубины. Сейчас же этого не требуется. Сейчас уже даже если человека ты хоронишь в начале лета, уже 2 метра оттаянной земли тебе обеспечено. Изменение температуры, оно просто неуклонно идет. Человечество не меняет ни своих привычек, ни своего отношения. Поэтому об этом вот и постоянно, ежегодно собираются все главы государств, на котором они вырабатывают какие-то общие правила для того, чтобы немножко приостановить вот это вот изменение, потепление этого климата. Потому что очень много лет многие специалисты отвергали это, говорили, что это цикличная вещь, что после этого потепления придет похолодание, и что совершенно человек не влияет на этот процесс. Однако вот более 150 стран выдвинули своих самых лучших ученых, и они провели эти исследования, и они вынесли однозначный вердикт. Этот человек виноват в том, что идет такое абсолютно неуклонное повышение ежегодное среднегодовой температуры на планете.
И самое печальное, что вот здесь у нас вот в зоне распространения вечной мерзлоты, и особенно на территории Центральной Якутии, это потепление наиболее заметно, почти 3 градуса. Тогда как в среднем по планете это повышение температуры составляет менее 1 градуса. Однако все страны бьют набат. Девочка норвежская Грета Тунберг, он делает большие акции, да, вовлекает в это дело молодежь всего мира, да, в том, чтобы все страны одумались, чтобы они перестали уже загрязнять и, значит, выбрасывать в атмосферу вот эти все вредные вещества, которые способствуют этому процессу. Как мы знаем, мы как страна, которая сидит на игле добычи углеводородных ресурсов, мы пока свою позицию абсолютно не меняем. Мы в этом плане железобетонно продолжаем добывать и все больше и больше с каждым годом и нефти, и газа, и пытаемся торговать даже за очень низкие цены, предлагать это топливо другим странам. Каждый год не зря собираются все страны, да, и принимают такие планы. Во-первых, сокращение подачи углеводородных выбросов в воздух – раз. И второе, самое главное, это внедрение возобновляемых источников энергии. Потому что мир уже все придумал. Мир придумал уже полностью, как можно перейти на солнечную энергию, на ветровую энергию, на силу приливов-отливов, на геотермальные источники. Вот, например, у нас на Камчатке построена большая первая геотермальная станция. Ну, это то, что сделал вот хорошего Чубайс, да? Так вот, она работает с мощностью, использует только 20% своей мощности. Тогда как большинство этого полуострова используют для отопления каменный уголь, который возят паромами с материка. Тогда как вот эта станция, бесплатная, работающая на теплых источниках подземных, работает только на 20% мощности. Уже придуманы все автомобили, которые работают на воде, на других источниках энергии. Но тем не менее все автомобильные концерны продолжают выдавать миллиарды автомобилей, которые работают на углеводородном топливе. Поэтому вот когда все эти вопросы, когда действительно мы все это осознаем, да, и когда мы к этому придем, наверное, можно будет каким-то образом повлиять на эти процессы, на процессы влияния. А то, что у нас вот в Центральной Якутии идет такая мощная оттайка мерзлоты, которую добавляют еще и пожары, которые с каждым годом все разрушительнее, все обширнее происходят. Да, на этих местах, как вы знаете, уже появляются такие участки, где увеличивается солнечная энергия, и в этих местах идет, значит, оттайка и опадание, эрозии земли. Вот. Все это выводит из, как говорится, из полезного использования. Уже тут не растет уже лес, который можно было бы и вырубить, из него что-то построить, сделать, да. Тут уже невозможно на тех пастбищах, которые у нас уже оттаяли, деградировали, оврагообразование идет повсеместное, да. Идет эрозия земли, на которых уже невозможно пасти скот, потому что они падают туда, ломают себе конечности, хребты эти, значит, пасущиеся лошади и коровы. Это уже невозможно тут сенокосы вести, поскольку уже техника не пройдет, земля уже нарушена вся, да? Поэтому вот мы начинаем такие небольшие проекты, при этом обязательно вовлекая в эти проекты местных детей, исследователей, да, которые будут сами изучать, насколько вот бы повреждены эти сельскохозяйственные угодья. Во-вторых, конечно, мы видим, что вот это вот изменение климата очень сильно повлияло на гидрологический режим. Очень сильно изменилось, как вы видите, количество осадков, да, у нас. Раньше мы считались таким высокоаридным климатом, а сейчас у нас мы очень достаточно хорошо поливаемся дождями, так, дождями и так далее. И снега у нас выпадают в большом количестве, чем это было обычно, допустим, 30-50 лет назад. Вот, и поэтому вот эти наводнения, они уже наносят огромные, уже миллиардные ущербы нашей экономике, нашей жизни. Вот, и поэтому вот очередной наш проект – это тоже изучение, как меняет свой гидрологический режим арктические реки. Кроме того, продолжаем все наши проекты водного мониторинга, лесного мониторинга. Значит, по крайней мере, в этом году все первые сигналы о том, где какой вредитель поразил, где лес, это поступило от наших ячеек, нашей огромной сети, республиканской сети общественного экологического мониторинга и контроля.
Ну, конечно же, это все современные инновационные технологии, но основанные на традиционном природопользовании. Вот если говорить о сельском хозяйстве, да, то я всегда говорила и говорю метод вермикультивирования. Это придуманный природой метод, да, который улучшен учеными. Выработана такая особая популяция червей, которая утилизирует все отходы органического происхождения. Вот все то, что сейчас лежит, гниет и портит нам жизнь, да, портится, гниет на свалках, это все можно переработать с червем и получить при этом великолепное сбалансированное удобрение, которое можно использовать при выращивании любой продукции. Цветов, овощей, всего. Если, допустим, это будет очень в огромном количестве вырабатываться, пожалуйста, давайте кормить наши покосы, наши пастбища. Потому что мы же уже столетиями используем, косим эту траву и не возвращаем ни одной копейки, как говорится, удобрений туда. Метод вермикультивирования был открыт в Соединенных Штатах Америки в 50-х годах ученым доктором Барреттом. Вот этот опыт я освоила и пытаюсь его внедрить у нас в республике. Например, да? Если говорить о законодательстве, в их законодательстве меня всегда привлекает то, что там всегда как-то думают о человеке. Там всегда думают о человеке, да? Не только вот природа отдельно, которую надо сохранить как бы, да, и вот отдельный человек, да? У них это часто вместе, понимаете? Поэтому, например, их опыт о том, что вот они все свои особо охраняемые природные территории открыты для всех людей. Каждый человек может, значит, приехать в любой парк национальный, да, и пообщаться с этой природой, войти в нее и так далее. Но все это организовано так, что человек нанесет самое минимальное воздействие на природу этого особо охраняемой природной территории. У нас многие закрыты. У нас заповедники типа вообще закрыты. А поскольку они полностью закрыты, там никакого контроля нету общественного над ними. И есть такие примеры, когда на тех же заповедниках происходит очень много природоохранных преступлений, которые просто абсолютно невозможно отследить, чтобы за этим последовала какая-то кара, допустим, да, возмездие какое-то, да, потому что это абсолютно закрытая территория. Конечно же, это то, что нас защищает. Это то, что является твоей сутью жизни, природа. Поэтому ты неразрывно абсолютно связана с этой природой. Это часть тебя? Или ты ее? Ты ее часть, ты ее малая часть, потому что это вот все то, что придумала природа, да, человек только пытается это повторить, понимаете? Вот, и поэтому, когда вот человек начинает себя вести так, как непослушный человек, ребенок, который начинает вредить, грубить своей матери, вот, это абсолютно недопустимо. Ну, конечно, вот близкие мои, да, которые переживали за меня, говорили: зачем ты этим делом занимаешься? Это же система. Зачем бороться с системой? Надо менять эту систему. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что бороться было надо. Многое удалось сделать. Особенно, когда привлекаются профессиональные люди. Иногда, значит, все-таки один грамотный специалист может сделать больше, чем целая толпа таких каких-то разъяренных, очень возмущенных людей тем или иным, допустим, объектом, каким-то событием, которое, кажется, влияет на их здоровье, которое влияет на ту природу, в которой они привыкли жить. Вот. Поэтому я считаю, что, конечно, проблемы будут решать именно грамотные люди, но при этом, значит, вот в связи с тем, что вот все у нас сейчас сильно меняется, да, сейчас очень увеличился процент специалистов, которые могут давать заключения, за которые им хорошо заплачено. То есть те заключения, которые нужны тем людям, которые платят за эти заключения. Поэтому это, конечно, очень усугубляет ситуацию. Значит, и этим и определяется, почему вот
вносятся такие очень плохие поправки в законы природоохранные, да, которые на самом деле очень сильно будут вредить, значит, охране природы. Вот сейчас, например, и это уже в очередной раз, не в первый раз, вносятся уже такие изменения в закон об особо охраняемых природных территориях, чтобы на ООПТ можно было строить капитальное строительство, можно было строить дороги, можно было что-то добывать и так далее, и так далее. Да? Вот. Все это делается под различными соусами, что это нужно тем людям, которые волей судьбы оказались на территориях этих ООПТ. Значит, да, но на самом деле, конечно, далеко от интересов этих людей. Это просто на самом деле сейчас стало очень мало таких хороших природных мест. Значит, и поэтому те, у которых есть власть, у которых есть большие деньги, они стремятся, конечно, захватить сейчас те места, которые еще красивые, которые еще несут в себе все то природное богатство, которое создано Творцом. Никогда не сомневайтесь, что маленькая группа умных, честных и верящих в свое дело людей могут изменить мир. В истории только так всегда и было.